Рафаэльевич, давайте снова про бизнес. Вот в кризисном 2020 году был очень тяжелый год. Знаете, как в песне поется, это был тяжелый год, он был тяжелее, чем тот. Так вот, в кризисном 2020 году в республике инвесторы реализовали там более 550 проектов на общую сумму там, 50 миллиардов рублей. И было создано там 2 с лишним тысячи рабочих мест. А вот в 2021 году как с этим обстоят дела? Ну, значит, с этим 21-м, как я уже говорил, еще лучше обстоят дела, да? Вот вы говорите, 2500, вы сказали, да? Рабочих мест? Я вам просто могу сказать, вот более мы 2000, да. На прошлой неделе в особой экономической зоне нашей открыли 2 предприятия. Вот на одном предприятии 800 рабочих мест. 800 рабочих, нужно 800 швей, у нас их нет. Вот мы сейчас, предприятие сейчас работает на 1/4 нагрузки. Там 200 швей они собрали, причем собрали с территории всей республики, что они даже общежитие на предприятие построили, чтобы собирать. Поэтому самый большой вызов, я начал с этого, значит, трудовой, самый большой вызов, который будет ждать нашу экономику, это трудовые ресурсы. И это, прежде всего, вопрос заработной платы. И мы сейчас нашим инвесторам и руководителям предприятий говорим: ребята, если вы не будете думать об этом, о создании условий труда, скоро вы будете, соответственно, и завозить, самое главное, не сможете. Кстати, значит, завозные наши работники, которые приезжают в Средней Азии, они тоже хорошую зарплату сейчас. Они почувствовали вкус к этому, и они работают. Они, правда, неплохо работают, но они тоже зарплату просят. Вот это первое. Второе, значит, даже сумма, вот объем инвестиций уже более 260 миллиардов за этот год. Мы, наверное, закончим, будем подбираться к цифре 300 миллиардов по итогам года. Вот. Очень надеюсь, и перевалим. Вот. В этой части, знаете, вот я уже говорил, что в этой части, мне кажется, вот за 3 года мы создали инфраструктуру, чтобы вот можно было делать бизнес в республике. Но мне сложно судить самому, но вот у меня какая была, я это вот на уровне, что ли, подкорки, на кончиках пальцев понимал, что важнейшим вопросом при привлечении инвестиций является доверие. Вот доверие. И я, вот мне очень много, вот возвращаясь к этому лиду, меня очень сильно били за то, что, типа, вот вы говорите про доверие лидо. Но про лидо я вам объяснил ситуацию. Я боюсь, что навряд ли кто-то из бизнесменов, который пришел к нам с инвестициями, скажет, что я его обманул, не сдержал слова или не решил обещанные задачи. И могу вам сказать, что люди к нам идут. К нам идут со всей России, очень много бизнеса идет. Поэтому вот... И вот, мне кажется, вот главная задача сейчас, вот, Руслан, самая главная задача, которую мы решили. Во-первых, я пришел работать, меня никто не знал. Что за черт, не понимаю, да? И это же тоже там вкладывать деньги, а там сидит человек, который непонятен. Поэтому вот это время я все время пытался объяснить, что я нормальный человек, что я честный человек, что я понимаю ваши тревоги и что я держу слово. Вот эту ситуацию я продавливал все это время. Вот, ну, вот буквально там, пару лет назад, там, да, когда зародилась эта идея, проект «Алги», ну, честно говоря, коллеги подтвердят, многие скептики сомневались вообще, в принципе, что из этого что-то получится реально. Мне вот сложно сейчас объяснить. эти скептики постремлены. Я вам могу сказать вот следующую вещь. Вот мне это тоже непонятно. Вы знаете, что лучшая экономическая зона в Российской Федерации находится в Алабуге, в Татарстане. Очень мощная зона. Мои коллеги ездили туда, я попросил, целую делегацию отправлял учиться у наших добрых соседей. Вот. Но я вам просто секрет открою. Экономической зоне Алабуга уже 17 лет. 16 или 17 лет. В нашей экономической зоне еще 2 лет нет. Поэтому мы сейчас в некотором смысле наверстываем то, что где-то мы упустили. Мы экономическую зону настолько быстро делаем, что там люди на нас смотрят. Никогда, я подчеркиваю, в истории такого не было, что 2 предприятия за 1,5 года уже взлетело, и уже 10 резидентов у нас. Вообще, вот никогда не было в истории существования экономических зон. И вот той динамики не было. Поэтому вот нам приходится, как я это всегда говорю, поскольку наши конкуренты разные, это не только Татарстан, Свердловская область, другие регионы убежали вперед нас, так нам надо ластами быстрее двигать, чтобы догнать и двигаться. И вообще быть ближе к ресурсам.